Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, каких действий вам от него ждать, как он будет к вам проявляться. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком короткий и не загадывайте слишком долгий. А мужчину обязательно представьте, назовите по имени и задайте ему вопрос. Как будешь действовать, как будешь проявляться. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какого нам интересного деденьку показали. А вы прям такая с саблей, да, с шашкой наголо. Ничего себе. Вот это уровень отношений. Так, девочки, ну давайте начнем, пожалуй, с мужчины. Мужчина у вас нестандартный, сразу говорю. Необычный, нестандартный, не такой, как все. В нем какое-то странное сочетание хитрости и доброты. То есть человек вроде старается жить типа по уму, да я вот такой матерый, я вот такой ловкий, такой, знаете, типок. Но при этом человек очень добрый. То есть такой рубаха-парень, ему там жалко людей, животных, он даже может расплакаться от какой-то, я не знаю, мелодрамы. Конечно, он этого очень стыдится, стесняется, но тем не менее это есть. То есть всякие там мимишные котята, щенята, вот он такой аж тает, когда это видит. Детки маленькие его прям могут растрогать. Но опять же, он мимо не пройдет. То есть если кому-то где-то плохо, и он об этом узнал, он может сделать вид, что ему там типа все равно, да ладно, что за хрень, но при этом он хотя бы тайным образом, но постарается поучаствовать, помочь. То есть есть такое. По поводу вас. Заморачивается, сразу говорю, по поводу вас он очень заморачивается. То ли он так привык в отношениях, то ли он что-то наконец-таки решил поменять именно в своей личной жизни. Он больше не хочет быть удобным, он не хочет быть всепринимающим, всепрощающим, и ему наконец-таки вот прям хочется, да, реализовать себя, вот стопроцентный мужик, мачо, да, мачо-мен. Ну типа, я сказал, а женщина должна меня слушать. Вот, вижу, что он вас очень долго пытался своим каким-то поведением, отношением прогнуть, но ничегошеньки из этого не вышло. Наоборот, вы вытянули вот эту саблю, шашку и начали так прям махать и говорить: так, пошел вон. Пошел вон, иначе сейчас порежу, да. То есть хотел добиться доминирования, а получается, что вас даже против себя настроил. Продавить он вас хотел именно в том плане, что вот я мужик, я все решаю. Либо когда мне надо, тогда я и появлюсь. И мне все равно, что ты думаешь по этому поводу. Даже какую-то игру с вами играл, вот прятки, наверное, то появлялся, то пропадал. То появлялся, то пропадал. Также он мог менять тактику и поведение. То есть сегодня он такой весь цветущий, любящий, улыбающийся. А буквально там на следующий день он весь как холодный айсберг, да, такой ледяной, корочкой покрылся, еще и не смотрит в вашу сторону. Вот, игры, да, какие-то игрища, даже не игры, игрища. Вас это, конечно, знатно задолбало.
Ну, вы в такие игры, во-первых, не играете. Во-вторых, вы взрослая женщина. Вообще, что за игры? Отношения должны быть. Отношения, а не игры. Но разозлил он вас. Сильно разозлил. Даже, возможно, вот таким поведением обидел. То есть вижу, что сейчас вы настроены против него. Не за него, а против него. Вы уже не знаете, чего от него ждать. И каждый новый день это как какой-то страшный сюрприз. Вы такая, блин, как так? Ну, что за человек, что ему нужно? Вот как его понять? Вот что за поведение? Вроде взрослый дяденька, да, а ведет себя как, ну, я не знаю, ребенок, пятилетка. Ну, глупость. Глупость. Знаете, вот сдается мне, что он в прошлых отношениях как-то сильно пострадал. Там то ли женщина такая, знаете, всю кровушку из него выпила, то ли она его гоняла, то ли она его очень сильно обманула. Вот. Может быть, это не одни отношения были, может быть, несколько отношений, и в каждых из них вот что-то негативное происходило. Он мне идет как опытный в отношениях и очень сильно настрадавшийся в отношениях. Вы скажете, ну я-то тут при чем? Я ведь не те женщины, я совершенно другая. Но в его голове это так не работает. Да? В таком ключе алгоритм никак не решается. Возможно, ему нужно больше времени, а возможно, ему нужно побороться с какими-то своими комплексами. Сейчас вы действительно заняли очень крутую и очень успешную позицию. Вы от него отвернулись и ничего не делаете. И он в ступор впадает. Он такой, блин, ну как же так? Я же такой классный мужик. Я ж такой замечательный. Почему она отвернулась? Почему она ко мне не приходит? Почему она меня не добивается? Почему не прогибается в конце концов? Да? И он в этом ступоре, ему страшно, ему тревожно. И вот начинает доходить, что зря он в эти игры играет. И зря он пытается не любить, а прогибать. То есть это прям совсем тупиковый путь. Знаете, как доходить начинает. Значит, девчонки, да, экземпляр вам попался, конечно, с приветом, но с этим можно работать. Вижу, что по сути, вот как я сказала, да, человек очень добренький, хороший, добрый, мягкий и в какой-то степени податливый. Из этого мужчины получится очень неплохой муж. А у кого-то даже получится настолько его приручить, что он по собственной воле прям попросится в ваши подкаблучники. Так и скажет, хочу быть твоим подкаблучником, либо подюбочником, да, пусти меня под юбку. Я сделаю все, что ты мне скажешь, моя госпожа. Ну, в таком ключе. Это, конечно, юмор, но тем не менее, такие у него задатки есть. Причем они врожденные. То есть он уже с этим родился. Скорее всего, в семье там были такие мужички, добрячки, которые именно по такому сценарию проживали. Он пытается это все сломать, но безуспешно. Безуспешно и катастрофически все это у него тут развернулось. Катастрофически для него. Хотя вижу, что вам тоже больненько и неприятно. У вас даже такие мысли, вот порвать с ним отношения, не тратить времени, не рвать себе сердце на части. Да, вот в таком ключе думаете. Но имеете право, да, имеете право. Но при всем при том я вижу, что вас к нему очень сильно тянет. И что бы вы ни делали, вы все равно о нем думаете. Вы все равно о нем скучаете. Вам все равно хочется быть с ним. Каким бы он противным и странным ни был, вы все равно к нему тянетесь. И с собой ничего поделать не можете. Ну вот люди говорят, сердцу не прикажешь. Вот как раз это поговорка про вас. Не можете вы приказать своему сердцу. Тянет. Вам еще его как-то жаль по-своему. Возможно, вы что-то о нем знаете, что трогает вашу душу и сердце, и вам действительно становится его жаль. Хотя есть вещи, которые действительно раздражают и бесят. Так, что же он будет делать? Он будет вас поворачивать к себе лицом. Вот сейчас вы к нему спиной стоите, он будет поворачивать вас к себе лицом. Мужчина будет очень стараться, он будет подбирать к вам ключики, он позволит себе быть тем самым настоящим, таким, как родился. Вот эта дурь его, блажь, вернее,
по поводу того, что нужно женщину прогнуть, нужно женщиной крутить, командовать, она вся уйдет. Уйдет и больше не вернется, девчонки. То есть дайте ему шанс, и он его полностью, целиком и полностью использует. Использует на то, чтобы наладить ваши взаимоотношения. Еще здесь я вижу, что мужчина землю будет рыть для того, чтобы вам угодить. То есть какие-то обещания он вам давал, либо знает о каких-то ваших желаниях. Вот он превратится в ту самую добрую фею крестную, которая будет выполнять ваши желания. Да, поверьте, так и будет. Он будет очень стараться, потому что вы для него очень ценная женщина, ценная его сердцу женщина. Это не просто так. Любовь и нехватка вас будут толкать его на самые странные и нетипичные поступки. Этот мужчина вас еще удивит. И в тот срок, который вы загадали, он сможет реализовать ровно половину от того, на что он способен. Чуть дальше загаданного срока действий будет гораздо больше и гораздо масштабнее и ярче будут эти действия. Надо дать шанс. И сделать скидочку на то, что у него было несчастное прошлое. Мужчина еще себя покажет и проявит. Перво-наперво вот вижу, что будет исполнять ваши какие-то мечты, желания, либо свои же обещания, которые не выполнил. Вот это перво-наперво пойдет. Дальше будет больше. И вижу, что не за горами тот день, когда вам ваши девчонки, подруги будут завидовать и говорить: блин, ты такая счастливая, у тебя такой классный мужик, он не жадный, он все для тебя делает, он тебе там в рот заглядывает, да, глаз тебя не сводит. И вы такая думаете: ничего себе, неужели все это видят, все это замечают? Хорошие времена вас ждут впереди. Но мужчине надо дать шанс. Не рубить по-живому, потому что вы женщина резкая. Вы обид не прощаете. Но в данном конкретном случае лучше послушайте свое сердце, пожалейте его и дайте ему еще один шанс. Вы точно от этого останетесь только в выигрыше, если можно так сказать. Дать надо мужчине шанс. Да, сглупил, кто святой, девчонки, кто святой? Найдите в себе силы и просто прикройте один глаз, и пусть будет, что будет. Но вижу, что все равно не забудете. Даже если сейчас поссоритесь, разойдетесь, вы ведь не забудете, вы ведь тоже будете мучиться, страдать от того, что его нет рядом. И переживать за него будете, как он, где он, с кем он. Да. Так зачем себя мучить? Глупенький он у вас, но он меняется, он взрослеет, он ума набирается. Это все происходит просто здесь и сейчас, как будто бы здесь и сейчас творится история. Так, еще один очень важный момент, про который я должна сказать. У этого мужчины есть редкий дар попадать в неприятности. Но это не дар, скорее как больше на проклятие похоже. Мои хорошие, мужчина очень сильно нуждается в советах мудрой женщины. Опять же, возвращаемся к роли подкаблучника. Вот бывают мужики вроде и умный, способный, но постоянно в какую-то гадость вляпывается. Вот вы ему нужны, вот вы ему по судьбе нужны, как мудрая, сильная, знающая, умеющая подсказать женщина. То есть вы должны как осветить ему путь, чтобы он случайно где-нибудь там под откос не ушел. Вот как бы вижу, что это ваша миссия в этих отношениях. А его миссия в этих отношениях — сделать вас счастливой. Дать вам то, в чем вы нуждаетесь. Понятно, что вы все разные. Кто-то нуждается в стабильном материальном положении, кто-то нуждается в заботе, в поддержке, в любви, в дружбе. Вот то, в чем нуждаетесь, он должен вам дать. Кстати, очень взаимовыгодно у вас все тут получается. Это не пустые отношения, они судьбоносные. Вы друг другу по судьбе. И все зависит только лишь от вас. Дадите вы ему этот маленький шанс, либо нет. Мои хорошие, как бы там ни было, решать вам, выбирать вам, но слушайте свое сердце. Оно вас точно не обманет.
На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.